Уважаемый Модин, у меня будет очень много. Давайте. И Маевский вы до марта этого года 6 раз утверждали. 6 раз. Я могу и напомнить, перечислить по странице. 6 раз утверждали, что с Абдрахмановым встретились в моем кабинете 13 мая 2010 года. 6 раз. 6 раз. В разные дни, в разные обстановки, при разных людях, то есть при разном составе людей. 6 раз. И дружно, и вы, и Маевский, после 10 марта, после дополнительного допроса, вашего дополнительного допроса, вам вернулась память, и вдруг дружно вы изменили и заявляете, что в декабре в моем кабинете вы с Абдрахмановым встретились. Объясните, почему, что повлияло изменение нашей памяти? Ну, дело просто в том, что прошло все-таки 7 лет, и трудно уже вспомнить с точности до дат, да, когда кто где встречался. Вот. Но встреча это имела место с Абдрахманом. Но это имело не в мае месяце, да, а в декабре. Ну, я начал вспоминать, что в мае месяце встреча в Белом доме, а встреча с Абдрахманом именно была в Белом доме на Чую, быть не могла, потому что там был ремонт. И дальше. Нет, подождите, я отвечу. В Белом доме. Да, был ремонт, и, соответственно, в мае месяце, когда только у вас была первая встреча, отношений плохих быть не может. А я запомнил, что отношения уже на тот момент были натянуты. Это ваша сказка. Нет, я говорю, как я вспомнил. Нет. Дальше. Но вы не дослушали. Вы 2 раза, 26 февраля 2 раза, переложные встречи в Ставке со мной, Шенчутоном, 2 раза заявили, что в декабре Маевский со мной встретился один. Вы его не сопровождали, вы в этой встрече не участвовали. Могу сказать, том 232, вторая страница, и том 1, 239 страница. Вы 2 раза, когда со мной очная ставка была, что-то вы 2 раза сказали. В декабре вы не присутствовали, не сопровождали. И Маевский тоже 5 раз давал до марта показания разные. И там тоже он говорил, что был один Абдрахмане, а вас он тоже напоминал. А что вы на это скажете? Ну, я скажу, что когда был процесс опознания меня Абдрахманов меня узнал. Вот. А видеть он меня только мог, только в вашем кабинете. Нет, это вы заявили при мне, ну, я же говорю, в декабре нет, вы не участвовали. При чем тут Абдрахманов? Нет, вопрос... При Чутонева вы заявили, что в декабре вас не было. Нет, в декабре, ну, опять-таки, из-за прошествия долгого времени сразу приходит память. 8 раз вы говорите одно, и потом... Нет, ну почему? Нет, Маевский, нет, я никогда не говорил, что я Маевского не сопровождал. Ваши показания. Да. Ну, показания там куча дополнительных вопросов. В 3-м томе, и в 7-м томе, и в 3-м томе, вот и в 7-м томе, есть замечательный документ. Называется «Сводные загрузочные ведомости. Пассажирский манифест». Администрация международного аэропорта Манас выдала следствию исчерпывающую информацию о вашем вылете, прилете в Кыргызстан с апреля месяца по 31 декабря. По 31 декабря. И вы вылетели в Москву 22 ноября утром в 6 часов авиарейсом номер Су-180, 25 место, 25Б место. Вы вылетели в Москву и в этом году, в 2010 году, больше не возвращались в Кыргызстан. Вот документ. Ну, это неправильная информация у вас. Когда вот. Ну, проверьте еще раз. Нет, я на столько времени отсюда долго не улетал. Максимум на 2-3 дня. Нет. Поэтому вы что-то упустили, скорее всего. Проверьте еще раз. Вы найдите доказательства и верните. Вот, хорошо. Вот здесь все написано. Теперь. Ну, следствие, значит, я вам дам
Следующий вопрос. Ну, когда была учреждена ваша фирма «Финанс Мобиль»? Ну, это не моя фирма, это фирма... Вы были учредителем? Нет, послушайте. Вот. Эта фирма была создана юридическим департаментом компании «Альфа Групп», в которой я работал в 2003 году. Вот. Соответственно, скорее всего, поскольку я вел этот проект, то меня туда ввели учредители. 50%. В 2003 году. Вот. Соответственно, эта фирма должна была получить частоты для организации беспроводного доступа на территорию Российской Федерации. Вот. Соответственно, в 2006 году, когда я приехал в Бишкек и возглавил компанию SkyMobile, я все дела по этой компании передал своим коллегам. Вот. И, соответственно, с 2006 года я этой информацией не владею, что с этой компанией. А вот долг в размере $500 000 вы заняли у Маевского когда? Маевского занял, сейчас скажу, в феврале 2011 года. Да, февраля 2011 года, Да. правильно. Об этом российские СМИ писали. Как получили, наличными или перечислениями? Ну, наличными, но не всю сумму сразу, там какими-то определенными. Ну, деньги получены. Да, деньги получены, да, наличные. Маевский, как мы знаем, один раз только снимал $500 000 в сентябре 2010 года. Вот в 2011 году, в феврале, январе он не снимал. Есть документы. Следующий вопрос. Расскажите вашу историю знакомства с Зимницким Андреем и Шершневым. Дмитрием, наверное. С Зимницким Андреем я познакомился, поскольку он тоже работал в компании Альфа Групп. Вот, именно он меня назначил на должность генерального директора компании SkyMobile в Бишкеке. Вот, и, соответственно, он меня и послал сюда работать. Так мы с ним познакомились. Альфа Групп это имеет отношение Альтима, следовательно, Пендер, групп Пендер. Нет, Пендер он по отношению к Альтиму не имеет. Да? Не имеет. Вот вы в своем показании говорите, что Зайка Дмитрий, Заика Дмитрий, представитель Визора, просил освободить вас должность исполнительного директора Телекома. Когда он просил? Какого месяца? В сентябре 2010 -го. Нет. В сентябре, 7 сентября, написали заявление. 7-го. 7-го вышли. 7-го утром прилетели, Да. по рейсу в Стамбул-Бишкек. Да. И 7-го. сразу вышли и Да. написали заявление. Да. Он в тот день просил? Или до этого просил? В этот же день. До этого у него просить меня не было. Я был в Испании. Я знаю, но у меня есть сведения, он просил задолго до... Нет. Именно 7 числа, когда первый день вышел Да. на работу, он попросил. Он попросил? Отлично. И когда вы встретились с Денисом Андреевым и Шершневым? Ну, с Шершневым периодически встречался, когда я работал в Нортелекоме, поскольку он курировал эту компанию, вот, и, соответственно, участвовал в операционной деятельности и приезжал сюда регулярно на территорию Кыргызской республики весь 2010 год и 2009. А Зимницкий, мы с ним встретились после окончания моей трудовой деятельности здесь, то есть это получается, по-моему, в феврале 2011 года я, как с ним встретился. В Москве. Разве в сентябре 2010 года не встретились с Зимницким? Нет, в сентябре 10 не помню. Ну, не помните, вот, вы не помните. Но вы обратились к Зимницкому Андрею по поводу работы в Мегакоме. Вы просили его оказать содействие, устроить одним из должностным лицом ЗАО «Альфа-Телеком». Ну, в то Как время... вы просили его? Нет, в 2010 году Альфа-группа, она тоже интересовалась как бы управлением компанией, насколько я знаю, через Шершнева. Поэтому как бы Зимницкий был в курсе всей этой обстановки. Вот. Но насколько я помню, у нас с ним разговор состоялся именно в феврале 2011 года, когда я уже был безработный. Вот. У нас была сформирована команда очень интересных специалистов. И я ему озвучил. Вас как зовут? Алексей. Алексей, вы в своем показании даете? Ну, показания там даты. Показания говорите? Нет. Вы обратились к Зимницкому Андрею по поводу вашего трудоустройства в Мегакоме. И они обещали вам. И вы пишете, ждали 4 месяца, пока 2 февраля
правительство Кыргызской республики Мурзалиева не назначило генеральным директором. Вы с сентября ждали, что Зимницкий вас устроит на работу в Мегакоме. Ваши показания? Ну, насколько я знаю, Мурзалиев был назначен в мае, а не в феврале. Мурзалиев назначен 2 февраля. Это, по-моему, объект. А Мурзалиев в мае, по-моему. Ну, вот вы тоже не спорите, почитайте. В мае месяце. Вы нормально отвечаете на вопрос? Я нормально отвечаю. В мае Не, месяце. ну правильно, именно это пойдет, не вы не знаете, перебиваете. Ну, уточните, я сказал. Уточните. Нормально отвечаю. Я нормально отвечаю. Не на базаре уже находится. Надо тишина. Ссылка запущена. 4 февраля 2011 года приказом 28-П Министерство государственного имущества Кыргызской республики в связи с временным отстранением Тилича занимает должности Азамат Мурзалиев назначить ее генеральным директором Альфа-Телеком. Исполняющим обязанности. А решением акционеров в мае месяце. Вы каким образом Зимницкий мог вас назначить, оказать содействие в назначении вас на одну из руководящих должностных мест? Ну, каким образом, я не знаю. Просто Альфа-группа имеет обширные связи, поэтому, скорее всего, какие-то возможности у них были. Вы же обратились к нему, правильно? Ну, обратился не так, чтобы как бы прям вот назначь меня и все. То есть я просто ему высказал свое предложение, что есть такая возможность. Есть команда специалистов, которая может войти в компанию Альфа-Телеком, за Альфа-Телеком и, соответственно, ей поуправлять. Вот. Зенит сказал, что он в курсе данной ситуации, да, и попробует, так сказать, решить данный вопрос. Как попробовать? Или как? Нет, как, я не знаю, как он мог это решить вопрос. Это вопрос к Зимницкому. Если не знаете, как можно. Ну, хорошо, Зимницкий ваш друг? Нет. Родственник? Нет. А почему он должен был вас устроить? Потому что Альфа-групп, она сама была заинтересована. Почему он должен вас устроить? Ну, потому что в Альфа-групп не практикуют брать деньги за должности. Ну, Альфа-группа, она заинтересована была в управлении в свое время. Дальше. Самсонкина, секретарь Маевского, говорит она, что она путает. Говорит, делегация Казахстана прибыла в Москву весной 2010 года. Она что-то путает. Я туда прибыл 1 сентября. Она говорит, что делегация прибыла весной 2010 года. Она просто все кыргызское путает. И это естественно. Весной 2010 года вы были в офисе Маевского? Ну, если это весной конкретно когда? Весной. Это 3 месяца весны. Как это вот? Ну, Вы только что сказали, что в апреле были в офисе Маевского. Нет, в апреле не говорю, что в офисе Маевского. Я сказал, что я связался с Маевским. Нет, прибыли в Москву, были у него в офисе. Может быть. Ну вы сейчас Нет, ну, может. Нет, сейчас я сказал, что я связался с Маевским. Связался с Маевским. Вы, вот он, да, вопрос, уважаемый суд. Видите, он был, в деле есть, что он заявлял, что он был в апреле. Теперь он там пытается, потому что есть момент. Если ссылка сделайте, лист Да. дела. Лист дела на камере. Скажите, что мы сейчас просмотрели. Первое показание. Так, Самое первое. том 1, 35, 43. Хорошо. Первый, я Денис. Так, дальше. Вопрос следующий. Самсонкина говорит, действительно, она передала $700 000 человеку из кыргызской делегации. И описывает этого человека. Славянской национальности, 35-36 лет, рост 175-180, темные волосы. И вот таким образом перечисляю. У вас 10 сентября, 18 сентября, когда Маевский из банка снимал деньги, где были? В Москве. Вы были в Москве. Первое совпадение. Летом, весной 2010 года вы были в Москве и были в Маевском? Нет, вы были. Второе совпадение. Вы человек славянской национальности? Это да. Третье совпадение.
Ваш рост какой? 180. Четвертое совпадение. Ваш волос, цвет волоса какой? Светлый. Светлый? Темный? Русый. Русый. Пятое совпадение. Теперь последнее совпадение. В сентябре где вы были? В Москве. С 10 по 18 Да. в Москве, да. Когда- Но Самсон меня прекрасно знает. Когда? Да. Подождите. Вот 6 совпадений. И, скорее всего, Маевский эти деньги вам отдал, и в феврале вы оформили распиской. И эти деньги, я подозреваю, что вы отдали Зимницкому для устройства вас на работу в Мегакоме. Через, может быть, ну, не знаю, через кого. Так. Как вы, согласны со мной? Нет, абсолютно. Нет? Теперь дальше. Кто был председателем Временного правительства в 2010 году? Председатель Временного правительства. Хорошенько подумайте. Роза Тумбаева, да. Молодец. А кто был первым заместителем Розы Тунбаева? Не помню. Нет, знаете, вспоминайте. Да не помню. А вы же в ваших показаниях показываете, что это кабинет первого заместителя, первого заместителя Временного правительства, заявляете. Господин Маевский 4 раза говорит, что он встретился лично первым заместителем Временного правительства. Первым заместителем он говорит, который решает вопросы приватизации и госпредприятий. И вы показали кабинет первого заместителя председателя, правильно? Ну, с того момента, когда мы там встречались с вами, там очень сильно все изменилось. Поэтому вполне возможно, что дверь я, может быть, и перепутал. Но общая вот эта атмосфера именно была там, на этом этаже и в этом месте. А вот двери я мог и перепутать. Вы сами нашли этот кабинет? Или следователь вам Да, подсказал? сам. Скажите. Сами нашли или следователь подсказал? Нет, сам. Сам нашел. Что вы на прокурора смотрите? Ну, сказать, что вот. Да, хорошо. Сам нашел. Если вновь придется вам показать кабинет, вы найдете этот кабинет? Да, безусловно. Да. Теперь я вам заявляю. И вопрос тоже. Вы показали кабинет действительно первого заместителя председателя Временного правительства Алмаза Атамбаева. В том кабинете сидел Атамбаев. Все члены Временного правительства, все чиновники, которые были у приема на Атамбаева, это покажет. Вы встречались, следовательно, с Атамбаевым? Да. Подождите. Кабинет. Теперь, такой кабинет, уважаемый судья, в том здании всего 2. В первом кабинете сидела тогда Роза Тунбаева, на втором его первый заместитель. Всего 2 кабинета. Перепутать невозможно. Огромные приемные, огромный зал, и конференц-зал, и огромный кабинет. И сегодня сидит Сооронбай Жээнбеков в одном, а в другом сидит его первый заместитель. Перепутать, это невозможно. Все, что Модин здесь сказал, сам опровергает. И сам же опровергает. И в ходе рассмотрения судебного дела у нас еще будут доказательства, которые полностью будут опровергать все показания господина Модина. Вот Текибаев, я какую должность тогда занимал? Председателя временного, заместитель председателя временного правительства. Какой, первый? Нет, просто. Каким вопросом назовет? Вот, не знаю. Точно? Точно. Вот вы говорите, 5 раз встречали, приводите в Кыргызстан для вложения больших денег своего друга, и не знаете, с кем встречается, чем он занимается? Разве это серьезно? Даже деревенский паренек так не сделает. Не я же Вы вышли. бизнесмен? На меня же вышли. На меня вышли. Но вы же говорите, со мной встречались. На меня же вышли ваши люди. Предложили. Да. Я И не озвучил. знаете, кому отдали $1 миллион, Знаю, чем он вам. должен заниматься. Дальше.
Вот сколько раз Маевский прилетел в Бишкек и сколько раз он встретился с Тикибаевым? Маевский прилетал 5 раз, и все 5 раз он встречался с вами, потому что он Хорошо, больше... давайте, что говорит Маевский. Первый том, 106 страница. Тикибаев тоже был закручен, был заверчен, и поэтому Дюшен приехал ко мне. Маевский говорит, в июне он со мной не встречался. Да, В июле. в июле? В июле, да. Во второй приезд он не встречался. Дальше. Первый том, 130 страница. 22-го он дает. Первый он дал 21 февраля. Следующий день говорит, Тикибаева в этот приезд я лично не видел, так как он был занят. Это 22-го дает. И дальше. 26-го, в ставки с Тикибаевым со мной. Он говорит, я в Бишкек с мая 10 года по декабрь 10 года находился 5 раз. Во время своего приезда я 4 раза виделся с Тикибаевым. Он так говорит, хотя один раз только мы виделись. Свой первый приезд в мае, в 3 в августе, 4 приезд в сентябре, 5 приезд в декабре. И он здесь тоже говорит, первый том, 186 страница, в июле он со мной не встречался. Дальше говорит, где именно были встречи, я назвать не могу, так как плохо ориентируюсь в городе Бишкек. Но в своих показаниях вы тоже неоднократно говорили, что не помните, где были встречи в июле, в августе. Подтверждает это? Да, не помню. Место встречи. Место встречи. Не помню. А вы были в августовских встречах? В августе, да, в июле, в августе я был. А ваши показания говорят, что в августе... Нет, такого нет. Нет, во всех ваших Во всех показаниях встречах? говорят, в августе. Нет, я не помню места встречи, но то, что Нет, встречи и вы были, говорите, они что нет. у вас не было. Хорошо. Вы не присутствовали. Да, Нет, вот. я присутствовал, но я не помню место встречи. Место встречи. не помню. Вот, уважаемый Модин. Модин, да, в августе. Я не помню, где, когда, потому что я не присутствовал. Я знаю со слов Маевского, что была встреча. Первый том. Нет, на всех встречах я присутствовал, просто иногда присутствовал не до конца. Вот мне надо... Поэтому здесь... просто... Так, С кем-то соединено, 5:43 и дополнительно 44:40. Соединено, Бельгин, Халкат, Надошин, Жижер, Барова. Так, дальше. 36, 45, 44, 48. Здесь дело том первый. Вы говорили, что в июле не только не знаете, потому что вы говорите, не присутствовали. Дальше. И летом вопрос. 10 года, 11 июня, 6 часов утром вылетели опять в Москву. И вернулись почти через месяц, 14 июля. Это правда? Затрудняюсь. Вы часто летали? Каждый месяц, кажется, летали. Ну, трудно мне все вспомнить. Может быть, но не улетал точно. на месяц. 17 июля вылетели, 14 июля прилетели. Нет, на месяц я не мог улетать, где-то максимум улетал на несколько дней. Это точно. Это же дальше. Я же лучше знаю, сколько я улетал. Да, Искандер. Халтапта что делал важное это. Но вы не собственно Роман из-за Вы неоднократно давали показания, что не знали и не помните, где, когда была встреча в июле, в августе, между Тикибаевым и Маевским. Подтверждаете это? Где, не помню, а то, что встречи были, да, подтверждаю. Вы сами Маевский были? должен был быть. Нет, вы говорите, Потому что нет. вас Маевский, не было, вас нет, показали, на всех, нет, говорите, Маевский без что меня вас не прилетал, никогда. Маевский на все 5 раз он прилетал только тогда, когда я был в Бишкеке. Потому что мой водитель его встречал, и я его встречал в гостинице. Но в декабре, в июле, в августе вы не встречали, вы не были. Вы неоднократно Ну, давали как это такое декабре? показание, они есть В здесь. декабре мы встречались Дальше. с вами в Белом доме. Вас там не было и не могло быть. Ну, есть десятки свидетелей, и вы врете.
И в ваших ближайших показаниях вы говорите, что в декабре вы со мной не встречались. И с Абдрахмановым не встретились. Однако у меня Вот вы говорите, а кто может подтвердить, что в торговом центре Ветроцентр передали Тамат Мамед Кериму деньги в сумме $300 000? Кто-нибудь может подтвердить? Нет, лично один на один ему передавал в кабинете его. Никто не может подтвердить. А передали ли вы? Безусловно. Кто может подтвердить? Вы? Не шутите. Ваша честь, сделайте предупреждение, он насмехается. Я не усмехаюсь. Я не насмехается, отвечает здесь. Я отвечаю на вопрос. Кто-нибудь может подтвердить? Действительно вы передали? Нет, просто дело в том, что если бы деньги не были переданы, то на встрече с Маевским обычно об этом бы стало известно. Правильно? Значит, соответственно, на следующей встрече, которая состоялась в июле. Потому что об этих деньгах со мной речи не было. И Маевским я всего лишь встречался один раз в Бишкеке. Ну, о деньгах я знаю со слов Маевского, Да, поэтому вот лично с кем я не вы слышал. встречались? Вот о деньгах. Вы были хоть один раз свидетелем, что Маевским мы разговаривали один раз? Ну, в этот кусок встречи я не присутствовал. Потому что нас с Керимовым просили с парой уйти. Вы не присутствовали, и можно утверждать, не были свидетелем, что я вымогал деньги у Маевского. Этого не было, только со слов Маевского. Знаю, что вы Вот запросили. так и говорите. Я так и говорю. Протокол занесите, пожалуйста. А талант Мамед Керимов, Вы записываете, да? Так, дальше. Вопрос. Как здесь все записывается. А. Не мешайте. Вопрос. Во время встречи с Базаркуловым, и 3 раза, я помню, страницу, к сожалению, сразу не могу наставить, я забыл эту бумагу. У себя? 3 раза вы говорили. Маевский вам оставил в конце июля деньги на хранение. И через 2 недели вам позвонил Талат Мамед Керимов. Первый том, 37, 38, 39. Первый том, Через 2 недели вам позвонил Мамед Керимов. Дней через 10. Все, вот, Грина, бед. Все. Через 2 недели как раз? Да. 3 раза вы говорите. Помните? Ну, дней 10, там, 2 недели точно. Вы 2 недели. Точно, как бы, факт. Уважаемый уважаемый Александр, по данному уголовному делу в августе месяце Модин Талат Мамед Керимов 2 раза только по телефону созванивались. 3 августа и 31 августа. А он всегда говорил, и сейчас повторяю, через 2 недели Мамед Керимов должен был звонить ему 13-го, 10-го, 15-го, 10-15 августа. Такого звонка просто вообще не было. Все ваши звонки зафиксированы. Они в деле имеются. Через 2 недели он вам не звонит. Вы, мягко говоря, вводите людей в заблуждение. Так, следующий вопрос. Свой вопрос? Да. Ответьте. Вот через 2 недели звонок не зафиксирован оператором. Как вы это объясните? Не знаю, может, Мамед Керимов с какого-то другого номера звонил, я не знаю. Но данная встреча имела место. Может быть, не через 2 недели, может быть, 10 дней, может, 9 дней, может, 8 дней, я точно не помню. Вот. Но встреча была в Ефа-центре на 6-м этаже, я прекрасно помню. Я это и показал на следственном мероприятии, где конкретно я встречался с Мамед Керимовым. А в кабинете Мамед Керимова сколько раз бывали? Ой, ну, несколько. Несколько. И до этого, после этого? До этого, по-моему, нет, только когда вот начались обсуждения по вопросу ввода внешнего управления. Нет, до передачи. До передачи... До августа же вы были. Вы знакомы с Мамед Керимовым 9-го года. 2009 года. Но я запомнил, что я с ним знаком с 2010-го. Ну, вы запомнили. Когда он организовывал непосредственно нам помощь. Руководитель юридическим отделом говорит, что он своего друга с вами познакомил в 9-м.
в 2009 году. Вы в офисе Амат Керимова бывали несколько раз. Вы это подтверждаете, правильно? Да. Ваш юрист утверждает, что Модин передал через Талата Амат Керимову 500 тысяч евро в поддержку предвыборной кампании партии. Вы передавали Таланту Амат Керимову указанные 500 тысяч евро? Нет, это Амат Керимов только 300 тысяч передавал. И больше никаких денег ему не передавал. Руслан Улбеков говорит, вы для поддержки партии 500 тысяч евро в сентябре месяце передавали или нет? Нет. Коротко скажите. Не Точно, рассуждайте. точно. Нет, Не передавал. не передавали. Улбеков утверждает, что вы эти деньги, 500 тысяч евро, передавали за то, чтобы вас назначили генеральным директором. Мегаком. Это правда? Ну, насчет должности я не знаю, там и деньги Амат Керимову я вообще не передавал, только 300 тысяч долларов. Никаких 500 тысяч евро я ему не передавал никогда. А 300, ну ладно, 300 тысяч долларов передавали за то, что вас назначили генеральным директором? Нет, за то, что компания, на то, что вошло внешнее Нет, вы управление. говорите, вот, что вас назначили генеральным директором. Нет, Передавали речь или нет? Да или нет? речь не шла. Нет, речь не Нет, шла о да, должности. вы ответьте на вопрос. Да, нет, Нет. нет. Речь о должности не шла. Вы конкретно о должности не шло. Конкретно о должности. Вот А название должности не шло. когда-нибудь, где-нибудь шла о конкретной должности, о назначении вас на конкретную должность. Но я не слышал такого. Да. Я тоже вот прочитал 7 томов, нигде не идет разговор о вашем назначении на конкретную должность. Например, генеральный директор, заместитель, или исполнительный директор, или член совета директора. Нигде в деле нет. И вы тоже не слышали, да? Нет, Еще раз. не слышал. Еще раз повторяйте, не слышишь. Вопрос еще раз повторяю. Никогда, или ни при каком составе, не было разговора о конкретной должности, чтобы вас назначили генеральным директором, заместителем, исполнительным директором или членом совета директоров. А Правильно? конкретного названия должности нет, да. Шло о вводе Вы ответьте на вопрос. Вы с Азатом Базаркуловым, он говорит, встретился с вами в торговом центре, ветроцентре в офисе Таланта Амат Керимова. Несколько раз он утверждает. Вы встречались? Ну, я в ВЕФа-центре на 6-м этаже встречался исключительно с Амат Керимовым. Но если Базаркулов был там, или, может быть, если Азат он... Базаркулов утверждает, что встречался. Нет, ну, если он был там, я его видел, но мы ничего с ним не обсуждали. А при очной ставке с Азат Базаркуловым... Я не помню это Седьмой сейчас. том, подождите. Вы говорите, признаете, что возможно... Нет, возможно, такой но специально... это нет. незапланированный, такой Вполне мимолетная возможно. встреча, вы все-таки признали, что... Вполне, да, вполне возможно. Вполне Но возможно. Азат Базаркулов утверждает, что он там встретил как претендента на должность генерального директора МегаГрупп. Нет, Азат Базаркулов, сколько я знаю, Он при очной прав? ставке. Нет, Он прав? нет, Азат Базаркулов прав? нет, Он не прав. он не прав. Вы не претендовали и как претендент на должность генерального директора Нет, не встречались. с ним нет. Вот вы говорите, что... кстати, вот, вы 3 раза говорите, что во второй приезд Маевской встреча была в кафе «Спа». Первый том, 46-я страница. Первый том, 231-я страница. Первый том, 239-я страница. Вы говорите, что вторая встреча Маевского с Кебаевым была в кафе «Спа», где... А вы сегодня говорите, не помните, вас не было. Нет, я так говорил, что я не помню. Встреча Почему была в первой, и я был. Три раза говорили, что Ну, встреча тяжело была же, не 7 лет прошло с тех событий. И были дополнительные протоколы неоднократные, в результате которых находились другие свидетели, которые говорили, что встреча была в мае месяце. Отлично. Назовите одного свидетеля, кроме вас. Ну, я уже не помню, там представитель Маевского кто-то там есть. Кто? Я не помню фамилию. Шпара я знаю. Фамилию не помню. Соответственно,
вспомнили, что в мае месяце, ну она же была, эта встреча, и я на ней присутствовал, только не до конца, опять-таки, потому что нас попросили выйти. Я вам напомню, действительно я в Маевском встречался 24 или 25 в августе в Супаре. Следующая встреча была через неделю, 1 сентября в Москве. Все, больше других встреч у меня не было. А в Мимино? Что? В Мимино не встречались? Нет. Все ваши показания противоречат друг другу, и они живы и нехорошим умыслом. Дальше. Вопрос. Для чего вы взяли долг у Маевского? На личные нужды. Что? На личные нужды. Сейчас вам покажу. Ну, в российских СМИ Леонида Маевского кинули до ссылки, помните? Нет. На вас. Только Маевский. Здесь Маевский не мог назвать, для чего, для каких целей вам предоставили долг. А он не знал. Он не знает, он не помнит. Он просто дал ему долг денег. Он преднамеренно не сказал. Дальше. Дальше. Вы 10 февраля 2017 года даете показания. Ну, следователи тоже разузнали, они тоже спрашивают, для чего вы взяли этот долг? Вот вы буквально следующее говорите. Нет. Минутку. Да вот вы говорите. Да, действительно, в свое время я брал долг у Маевского 500 тысяч долларов. Вы говорите 10 февраля, том 1, 47 страница. До его допроса, до Маевского допроса, по указанному факту я не хотел распространяться насчет указанного иска, так как могу неправильно разъяснить ситуацию в этом вопросе. Мне неизвестно, интересно вам узнать, как сам Маевский понимает данный иск. Касательно селей займа указанной суммы денежных средств, в отсутствие показаний Маевского, давать показания на сей счет воздержусь, так как могут быть существенные неточности моих показаний. Через 6 лет, через 6 лет даже вы не выяснили, для чего вы взяли у Маевского деньги. И Маевский в течение 6 лет никому не говорит, для чего он вам дал эти деньги. Нет, дело в том, что Маевский не Почему знал. вот Нет, сейчас я объясню. 6 лет не могли выяснить, для чего вы взяли? Во-первых, Маевский не знал, для чего я беру эти деньги, поскольку ему это было неинтересно. Вот. Во-вторых, здесь идет ключевое слово, что я не хотел распространяться насчет указанного иска, так как могу неправильно изъяснить ситуацию по этому вопросу. Потому что я был очень удивлен, почему Маевский подал на меня иск. Следующее. Да. Касательно селей займа указанной суммы денежных средств в отсутствие показаний Маевского, давать показания на потому что так как могут быть несущественные неточности в моих показаниях и имеете в виду в показаниях Маевского. Дело в том, что займ – это наше личное с ним дело, двусторонние отношения, поэтому раскрывать без него там займ я тоже не имел права. Это никакого отношения к данному делу не имеет. Это личное, это личное, ну вот в этом это деньги, а которые это личное, у Самсонкина отдали деньги у Самсонкина я не брал. Земницкому или кому-либо. Нет, Земницкому я Вы деньги не брал. задним числом февраля оформили. 5-6 совпадений. Вот. Ну, Земницкому я деньги не давал. Еще раз, Самсонкина, Маевский говорит, деньги они отдали представителю кыргызской делегации, которая была весной. Весной вы там были, в сентябре вы были, рост подходящий, цвет волос подходящий, национальность подходящая, возраст подходящий. Вот, 6 совпадений. И 500 тысяч долларов, сумма совпадающая. И 6 лет не можете выяснить, зачем кто-то кому-то отдал деньги. 6 лет вы не можете выяснить тайну вашего договора. Это не тайна.
Это личный займ. Данный ему под мои бонусы. И все. Это же пока у меня нет. Вот у меня только один вопрос. Почему вам показалось, что именно Абдрахманов должен был решить вопрос касательно Мегафона? Нет, я не знал, решит он на вопрос или нет. Просто я знал, что Абдрахманов, по-моему, в то время возглавлял комиссию, по-моему, по Мегафону, насколько я То есть знаю. Абдрахманов возглавлял комиссию, да? Ну, или участвовал, один из участников был этой комиссии по Мегафону. Поэтому, когда его Текебаев вызвал, как бы, я понял, что он может быть что-то сдвинется с места. Все, спасибо. Скажи, пожалуйста, Светик, вот опять же, возвращаясь к первому тому, страница 39. В своих показаниях вы говорите, что весной 2010 года вы вместе с Маевским зашли в Белый дом и в ходе этой встречи, значит, пригласил в кабинет Мурбека Абдрахманова. Так эти показания ложные? Но они не ложные, просто место факта был встреча, только не весной, а зимой. А что, как вы вспомнили, что здесь вы утверждаете? Нет, я потом, когда уже посидел, подумал, я вспомнил, что в мае месяце эта встреча в Белом доме не могла. Эти показания, да, вы не думали, да? Нет, я не думал, я просто не помнил точно. Нет, не принуждал. Я просто не помнил. А? Точную дату не помню. Ага. Но то, что это было, это факт. А теперь скажите, пожалуйста, вот вообще, если вы считаете, что наши подзащитные совершили противоправные действия, обращались вы ранее в органы правопорядка с письменным заявлением? Я не обращался. А ваш компаньон так называемый? Не знаю. А? Не знаю. Вы не обращались, вы не Я не знаете, обращался. Я лично не обращался. да? А почему? Ну, что Маевский- послужило причиной именно обращения в органы в 2017 году? Ну и не я же обращался, это Знакомы Маевский. ли вы с господином Черных Алексеем Серафимовичем? Черных, да, я был у него, по-моему, давно. А давно, когда вы познакомились, ни при каких обстоятельствах? Ну это, по-моему, какой-то однослуживец Маевского, и он меня с ним просто сказал, чтобы я ему позвонил, и все. Я с ним встретился, он мне показал завод, показал свое Вы производство. знакомы с Максимом Баевским? Ой, Максимом Бакеевым. Ну, встречались. Встречались сколько раз? Не помню. А? Не Ну, помню. в каких годах? Вы можете Ну, сказать? когда он был еще? А? Ну, когда я работал в этом Скаймобайле, директором. Ну, Да. примерно годы скажите. 6-й, 7-й. А Алексеем Елисеем? Да, Алексей Ильич. А насколько вы были хорошо знакомы? Нет, просто рабочий. Какие у вас были, вот как прокурор говорил, Рабочий. дружеские отношения? Рабочий. Поясните, для чего? Да. Почему скажем? Мы скажем, конечно, потому что вопрос именно возникает из чего? Из моего вопроса о том, ранее обращались ли вы в органы правопорядка? Нет, я нет. Скажи, можно я вот Если он закончит. У вас есть вопрос? Дополнение, что мы были. Что ты звонок? Да. Или не Корнеева, вы знаете? Карим Лена, да. Она была генеральным директором. Ну, телекома, да. А вы знаете, что она была осуждена вместе Максимом Бакиевым, Елисеевым, Гуревичем и тому подобное? Нет. Она была ставленником Максима Бакиева. И вы знаете, что Максим Бакиев через Елисеева рейдерским способом отобрали Бимаком, его обанкротили, его оборудование передали ЗАО «Альфа-Телеком». Знаете, да? Ну, из СМИ слышал, да. Вы знаете. Ну, Вы знаете, потому что ваш юрист Омолбеков Руслан активно принимал участие в захвате Бимакома. это его дело. Вы не смеетесь? Не, ну Знаете, это его и вы дело. тоже участвовали. Да, понятно. Еще тут есть. Осо Глебка, руководитель Омолбеков, человек Елисеев, приобретает часть оборудования Бимакома после двухкратного фиктивного торга за 350 миллионов сомов. У Омолбекова такие деньги есть? Как это вы не Ну, знаете? не знаю, откуда я знаю. Аналбеков это мой сотрудник, юрист. Свою работу он выполняет добросовестно. Его личные отношения я не знаю. Нет. Я с ним домой не Вы Текебаев, подождите. Я вас внимательно слушаю. Вы поясните суду, для чего вы задаете эти вопросы? А Нет, вы нам поясните, Доктор? потом
А потом Да, это так. вам Он разрешил либо задавать, либо не задавать. Умолбеков консультировал Маевского. Они встречались. И первый приезд, последующие приезды, через телефон переговаривали. Их интерес был приобрести уступка права у Пенделя по дешевке, потом решить этот вопрос в судебном порядке и продать, как вы сказали в первом допросе, продать подороже. Правильно? В первом допросе говорите, что он хотел бы хоть какую-то часть акции привести юридически облагородить и продать подороже. Я вот Маевский. Маевский не со мной встречаться приехал. Он приехал связать со ставленником Максима Бакирова, каким образом обратно отыграть, вернуть все оборудование Бимакому и потом продать подороже. И был недавно это знал мамлекеттің 9% бойынша егер сот екінші инстанция жоғарғы сот принял решение в пользу Бимакома, в пользу Пенджела. За Альфа-Телеком пустышка был, если 9% из 0 вот оборудование с Бимакомом. Вот они, Умолбеков, они и занимались этим делом. Мой вопрос имеет прямое отношение к миссии, так скажем, Маевского. Они хотели у Пенджела по дешевке купить право на Бимаком, здесь решить вопрос через суды и через другие вещи, и потом подороже продать. Так мы и берем. Вот он сам встречался с Елисеевым, Максимом встречался, Умолбек исполнитель грязных аферистических замыслов. Корнеева тоже там осуждена вместе с Бакиевым. Это одна команда, они хотели провернуть аферу, и у них ничего не получилось. Вы согласны? У вас ничего не получилось? Нет, я в 6-м, 7-м встречался, а в 10-м я не встречался. В 10-м-то я не встречался ни с Елисеевым, никого, что тут не было. Я встречался в 6-м, в 7-м, работаю в SkyMobile. А вы в курсе, что Умолбеков, как руководитель Гретта, приобрел час оборудования за 350 миллионов сомов, потом продал Елисееву? Не только из СМИ уже, когда это опубликовали. А то, что Умолбеков участвовал, когда он участвовал, я не в курсе. Но из СМИ он все равно из СМИ я узнал, да. Но это дело очень Умолбекова. важно, чтобы часть одной большой максимовской команды. Спасибо. Пока нет. Можно я закончу сегодня? Вот, свидетель, давайте еще раз вернемся к Черногору. Сколько раз вы встречались? Один. Один, да? Да. А где вы встречались? У него на заводе. А? На заводе. И о чем была встреча? Какой завод? Где это завод? Кыргызавтомаш? Да, ну, да, по Горькому. Он вам сказал, кем он работает? А? По-моему, нет, он дал визитку свою. Да, и что там было? Директор, по-моему. Директор? А о чем речь шла на этой встрече? Ну, познакомились мы с ним, просто, может быть, показал завод. Ни о чем. Ну, о бизнесе или о возбуждении дела в отношении Нет, или о чем? о бизнесе просто поговорили, что он показал мне свое производство. Да мы с ним общались буквально минут 10. Вот в своих показаниях господин Маевский говорит, что он решил обратиться в правоохранительные органы по совету своего товарища, господина Черных. Вполне возможно. Да? Я не в курсе. Вы это знали или нет? А вы вообще когда-то встречались с кем-то еще из руководства Автомаша? Нет. Кыргызавтомаш. Только с Черных один раз. Только с Черных, да? Давно. Год вы, кстати, не назвали. 17-й? Нет, давно, может быть 11-й, может быть 10-й, не помню. Нет, я больше ни с кем не встречался, ни с Маевским, до 17-го года. Можно дальше сесть. Еще извините, последний вопрос, уточняющий. А почему все-таки, вот вы ведь бизнесмен уже со стажем, правильно? Вы ведь понимаете, когда бизнесмен оформляет свои какие-то коммерческие сделки, или тем более у них между ними возникают какие-то коммерческие отношения, всегда передача денег оформляется либо договором займа, либо хотя бы элементарной распиской. Ну как вот вы можете прокомментировать, что вы 300 тысяч
долларов. Это же даже не 300 тысяч сомов, большая сумма. Ну, не всегда же как бы это оформляется. То есть вы Бывает отдали, на и вы честном ничего слове. не попросили? Ну, я здесь просто как посредник. То есть мне сказали отдать. Ну, Я правильно отдал. ли я могу понимать, что кроме вас и уже умершего господина Маматкерима, никто не может подтвердить, что вы действительно передали эти 300 тысяч, а не присвоили их себе? Получается, что да. Спасибо. Ну, что, получается, да, еще раз. Получается? Да. Получается, да. Ваша честь, можно, да, продолжить? Уважаемый господин Нодин Алексей Николаевич, вы дали сейчас подписку. Эта подписка когда-нибудь она сыграет роль. Ну, я не об этом. Ваша честь, я просто напомнил. Я процедурно просто напомнил про свою. Я не давлю. Но я хочу у данного товарища спросить дальше про тему, которую сейчас задал мой коллега. Черных. Черных. Вот мне скажите, нет, не мешайте. Черных. Вы сейчас сказали, кем он был? Ну, то есть, Здесь завод показал. Да, автомаш. Да. Из автомаш. В каком это году? Не помню. Не Ну, в помню. 10-м или в 11-м. Он являлся хозяином Киргиз-Автомаша? Не знаю. Не знаю. Но вы ходили по территории Киргиз-Автомаша, и он был хозяином? Как хозяин он себя вел? Ну, как директор, наверное. Как директор, да. Как директор. Хорошо. А вы в курсе того, что Киргиз-Автомаш еще кто является учредителем Киргиз-Автомаша? Кто вообще изначально был владельцем Киргиз-Автомаша? Вы не знали. Вы не знали? Спасибо. Ну, мы по черных еще к вам вернемся. Можно продолжать, да, ваш? Хорошо, давайте. По Киргиз-Автомаш сразу можем черных бітірсілар. Айтамыз. Ну, енді түркістен жазған екен, орысша сразу тапсырдым, но я постараюсь перевести на русский. Маевский в своем показании, данное ему 21 февраля, говорит, ну, 21 декабря я прилетел в Бишкек. Еще он телефон не берет. Он исчез. Правда, он говорит, мне вел на машине Мольт. Но зашел в кабинет Киваева. Он об Абдрахмана речи нету. О том, вы зашли в кабинет, не зашли, об этом он не говорит. Дальше. 22 февраля. 21 декабря 2010 года я прилетел в Бишкек. Остановился в гостинице «Хаят». Позвонил Киваеву. Он пригласил в кабинет. Я пришел туда, куда он сказал. Секретарь мне завела вас в кабинет. Все, он говорит о вас, об Абдрахмане. Следующий, первый том, 132 страница. Маевский говорит. На этот раз меня сопровождал Бишкек Звездарев. Он на встречах не присутствовал. Он все время находился в гостинице. И этот том я вам сказал. Теперь следующий, первый том, 183 страница. Ну, хотел выяснить дело. 26 февраля Маевский при его встрече со мной говорил. Но хотел поставить точку, ну, выяснить эти дела. На 21 я купил билеты, прилетел в Бишкек, позвонил Киваеву, он пригласил в кабинет. И все, он говорит, зашел. Мне сразу, говорит, завели. О вас и Абдрахманова речи. Следующее. При очной ставке 26 февраля Чотонова. Прилетел в Бишкек. Еще Чотонова не видел. Он исчез. Телефон не берет. Я позвонил Киваеву. Он дал мне новый адрес. Ну, правда, вас упоминает. Модин меня привез на этот раз. Вот 4 раза Маевский дает показания. Ни один раз об Абдрахмане Вашингтоне не говорит. И 2 раза только о вас говорит, но и точно тоже не говорит, что был, просто вели на машине, а зашли, не зашли, он не говорит. Что вы скажете на это?
Вот, вы говорите, 7 лет прошло, вот забываете. Вы 6 раз сказали. С Абдрахманом 13 мая. Маевский 6 раз сказал. В течение месяца в разной обстановке. Такой провал памяти просто коллективно не может. Потом вдруг вот вспомнили, дает окончательное вот решение, в декабре встретились. Но Маевский тоже вот в своих показаниях, это же 10-го показания, да, вот, 6 с Абдрахманом в мае, говорите, встретились, другие 4, где об Абдрахманове, о Чутонева речи нет. И вы сейчас утверждаете, что и там Абдрахманов был, и Чутонев был, да, 21-го? В декабре? Да. Да, был Чутонов, Абдрахманов и я. А Модин об этом не утверждает, извините, Маевский об этом не утверждает. Последним своим показанием 26 марта он говорит, точно утверждает, что Чутонов там был. Да, он говорит, не могу. Потому что 4 предыдущих он говорит, что он исчез. Он говорит, испарился. Я его не мог говорить 4 раза. И 5-й раз он слегка меняет, я не помню, был или нет. Ну, я не... А вот тут утверждаете, вопреки Маевскому. Нет, дело в том, что встречу организовывал-то я, не знаю, кому звонил, там, Маевскому, там, Чутонову звонил, не звонил, но встречу организовывал с вами исключительно я через Мамат Керимова. Вот, возможно, и вам подсказали следователи, когда Маевский при очной ставке утверждал, что в моем кабинете встречался с Абдрахманом 13 мая, я из-за своей неопытности возразил, сказал, что просто такой встречи физически не могло быть, потому что он еще не приехал из Америки. Он приехал из Америки после 20 мая, и он физически не мог. И после этого в спешном порядке Модин, Маевский, следователи меняют свои показания, перебрасывают эту встречу с мая до конца года, до декабря. Хотя они забыли, что о декабре тоже давали показания, Модин, говорит, не участвовал, Маевский, говорит, Абдрахманова не было, и Чутонова не было. Вдруг все они хотят собрать в одном месте. Но я пока не буду говорить, уважаемый Алексей, у нас есть еще другие доказательства, что этой встречи не было. Просто сейчас я не могу, чтобы не допустить повторного такую же ошибку, как допустил 26 февраля, да, сказав, что Абдрахманов был в Америке. Если бы я не сказал, вы до сих пор утверждали, что вы встречались с ним в мае. Видеозаписи воспроизведения событий на месте в кабинете Атамбаева был хозяйский, стоите, надо было показать, да, вот. Показывайте, как вот здесь сидел Абдрахманов в старом здании. Говорит, вот здесь, говорит, перпендикулярно, не Абдрахманов сидел, вы показываете. И сейчас, говорит, 7 лет прошло, вы забыли и меняете показания. Вы же уверенно показываете, что где сидел Абдрахманов, уверенно зашли в кабинет Атамбаева. У нас есть информация, что вы с Маевским встречались с Атамбаевым. У нас есть свидетели. Они... Нет, чтобы он знал. Сейчас в своих показаниях, уважаемые, вы сейчас четко сказали про деньги. Что Текебаев якобы вымогает деньги. Вы от кого слышите? Со слов? Нет, не вымогает, а Текебаев как бы со слов Маевского после Так, встречи. вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, я удовлетворен первой частью вопроса, ко второй части вопроса. Про деньги, значит, вы слышали у Маевского. Со слов Маевского, да. Да. Количество $1 миллиона вы опять слышали. Со слов Маевского, да. Со слов Маевского. Значит, те предположения, что эти деньги, следующий транш, не вот эти 300, которые вы якобы передали Мамату Керимову, может и не передавали, я про второй транш. Значит, эти деньги ушли Текебаеву, эти 500 тысяч евро, как вы верите? Опять со слов Маевского? Нет, я подтверждение получил от Мамата Керимова, что деньги Умершего. Умершего. Ну, Я у вас спрашиваю, что эти деньги, передачу, вы меня неправильно поняли, передачу денег
передачу денег, что эти деньги надо передать Текебаев, это со слов чьих? Маевского получается? Нет, это Мамат Керимов мне звонит и говорит, что вопрос не решается, потому что Маевский не всю сумму Кто передал. может подтвердить? И надо... Ну, если Мамат Керимов был бы жив, конечно. Как вы можете утверждать тот момент, когда вы сейчас опять-таки при своих показаниях четко описываете, что я передал Мамат Керимову деньги для передачи Текебаева? Ну, не для жены, ну, естественно. Хорошо. Вот теперь вот здесь подходим именно к тому, уважаемые, мы подходим к тому моменту, что вот здесь, тогда еще раз повторюсь для протокола, кто может подтвердить то, что вы дали в своих показаниях в целлофановом пакете, завернутое, потом бумагой, вы эти деньги передали Мамат Керимову? Кто может подтвердить? Никто. Никто. Тогда получается, если Текебаев этих денег не брал, он как говорит, Чуртонов тоже говорит, что этих денег не видит, тогда получается эти деньги прикарманили вы? Или Мамат Керимов? Нет, мы говорим о... Ваша честь, я по процедурно нормально задаю вопрос. Тогда получается, что эти деньги прикарманили вы? Почему нет? Нет, да? Нет. Нет, тогда хорошо. Тогда вернемся к тому моменту, когда Темирбек Черкесович вам показал бумагу с российских СМИ, что кинули. В ваших показаниях лист дела, том номер один, лист дела 41, нет. Вот, по поводу ваших займов. Лист дела 47. Вопрос, где задает это? Опять-таки вернемся к тому вашему долгу. Значит, получается, вы в начале всех вот этих переговоров вы у Маевского занимаете деньги, так? Нет, с февраля 11-го. Это после окончания всех переговоров. Так. А тогда, получается, вы погасили долг? Да, где-то в 14-м году и в 15-м. Хорошо. А есть у вас какие-либо документы, которые могут подтвердить, что вы именно в 2014 году погасили долг? Ну там по взаимозачету погашено, это немножко не ко мне вопрос. Взаимозачеты могут быть разные. Нет, это просто сейчас... Вы брали наличные, потому Нет, что у вас здесь спросили про наличные деньги. Вы сказали, наличные мы брали. Сейчас я объясню. По окончании работы моей в НУР телекоме, да, и в Sky Mobile, мне полагаются бонусы. Вот. С этой целью я и приехал. Все, спасибо, я удовлетворен вашим ответом. Почему? Потому что вы не дали тот ответ, который мне нужен. Я тогда дальше продолжу. Извините, ваша честь. Я дальше продолжу. Можно, да? Тогда давайте. Получается, вы берете 300 тысяч для передачи плюс этих денег. Вы передаете Мамат Керимову. Мамат Керимова нету, никто подтвердить не может. 300 штук осели. Ну, может быть, там у Мамат Керимова осели, может, у вас осели. Но как вы можете взять и подтвердить эти два факта, что вы рассчитываете с этими деньгами? Перед кем я рассчитываю? Перед Маевским. Я этими деньгами не рассчитываюсь перед ним. Так получается. Нет, так не получается. Ну, За 300 тысяч как отчитать? за 300 штук. Как вы отчитаетесь перед Маевским? Ну вы расписку не дали. Хорошо. Извините, ваша честь. Если никаких здесь Текебаев никаких расписок не дал. Да. Мамат Керимов умер. Маевский говорит, что он дал 500 тысяч отдельно. 300 вы подтверждаете, 500 вы не подтверждаете. У меня не было этого. Так кто может сказать, действительно ли Текебаев взял эти деньги у Мамат Керимова, которые вы передали? Дело в том, что на тех встречах, которые были последующие, когда Маевский уже, так сказать, в ультимативной форме требовал вернуть деньги у Текебаева, Текебаев не отрицал, что этих денег он не получал. И я на этой встрече присутствовал. Это ваше утверждение? Нет, я на этой встрече присутствовал, да. Это ваше Это мое утверждение? утверждение. Но не показание. Правильно, Текебаев? Ваше утверждение. Хорошо.
Ваша честь, могу продолжить дальше? Идет, рано. Теперь Мимино. Давайте к Мимино дойдем. Ну хорошо, нет. Один вопрос для уточнения. Я в Казахстане только один раз встречался с Маевским, это в августе Супаре. Все остальные ложь и ливеры. Никаких подтверждений. Вот теперь мой вопрос. Вот, Талант Мамед Керимов был лично со мной знаком? Не знаю. Не знаете, да? И он при вас лично звонил ко мне? Нет. Вы звонили ко мне? Нет. Нет. Значит, получается, мы, можно сказать, не знакомы. Нет. Вы и Талант Мамед Керимов не знакомы. Что еще раз? Вы и Талант Мамед Керимов со мной близко знакомы не были. Не было. Сейчас, пожалуйста. Звонок-то был на меня Жолхан. И теперь по поводу вот 700 тайтов, это вы. Я подозреваю, что по всем 6 показателям, 600, 7 показателям, $600 вы получили. Еще один, можно уточняющий вопрос. По поводу, вы говорите, что с Черных встречались в Кыргыз-Автомаше. Да. В момент вашей встречи, беседы, говорил ли вам господин Черных о его знакомстве с господином Алмазбеком Атамбаевым? Нет. Нет? Маевский в беседе с вами, раз у вас такие доверительные отношения, он говорил о том, что он через Черных он имел какие-то встречи с господином Атамбаевым? Нет, про Черных он мне рассказал уже после того, как все у нас это случилось. То есть это уже где-то, наверное, скорее всего, все-таки в 2011 году. Он просто обмыслил, что вот тут есть мой однослуживец, однослуживец, и мы как бы с ним просто встретились. Однослуживец просто, он представился, и все. Я к нему пришел, мы просто с ним пообщались чуть-чуть буквально, и все. А говорил ли он о том, что однослуживец Нет. является знакомым действующего президента Атамбаева? Ну, я не знаю, знал он об этом. Нет, об этом речи не. Не говорил ли господин Маевский вам о том, что для решения проблемы, возникшей по вот этому инциденту, он обращался к Черных, чтобы в дальнейшем тот обратился к своему знакомому президенту? Нет, не помню такого. Такого не было. И последнее, наш подзащитный сказал о том, что вы имели встречу с господином Атамбаевым. Имела ли место встречи или нет? Нет. Нет. А со слов Маевского он имел встречи? Нет, мы с этим Маевским не говорили. Нет, Как? Маевский прилетал. Нет, Маевский. Маевский имел встречи с президентом Атамбаевым или нет? Вы не можете... Киргизской республики точно нет. На территории Киргизской республики точно нет. Уточните, где именно он встречался с Атамбаевым? За пределами? Я не знаю. Может, он не встречался. Я не знаю. Это к Маевскому вопрос. Ну, То, что он здесь... что Нет, такие встречи нет, были? нет. Пока нет вопросов. Да, пока. У меня. Скажите, в этом году вы встретились с Маевским? В этом году, да. Сколько раз? Сколько раз он приезжал сюда задать показания? Сколько раз он приезжал? Да я не помню. Сколько протоколов, столько раз я приезжал, не знаю. 3 раза. Приезжал, 3 раза вы встретились, да? Да. Он не сказал, с кем из руководства Крымской республики встречался? Нет. Встречался ли он с председателем ГКНБ Абдусикзбаев? Нет, или утверждаете, или не знаете? Не знаю. Не знаете, Не да? знаю. А вы встречались? Нет. Только следователями встретились, да? Есть вопросы, да. Значит, давайте вернемся к началу ваших показаний. Насколько я понял из ваших показаний, все это дело по Альфа-Телекому связано. Началось с того, что к вам обратился Мамед Керимов, да? Да. С каким предложением он к вам обратился? Обратился с предложением, с вопросом, если у меня человек, который, или люди, которые будут заинтересованы в покупке акций компании за Погромче говори. Хорошо. Вот смотрите, на очной ставке между вами и моим подзащитным Чатуновым, мною вам был задан вопрос такой. От кого исходила инициатива о привлечении инвестиций? От самого Мамед Керимова или он ссылался на кого-то другого? Вы ответили,
Мамат Керимов мне позвонил сам, соответственно, спросил меня о том, есть ли у меня кто-то, кто может быть заинтересован в покупке сотовой компании за Альфа-Телеком. О том, добавил, что у него есть родственник Чотонов, который является однопартийцем и близким соратником Текебаева. О том, что кому нужны инвестиции, Мамат Керимов не говорит. Вы подтверждаете это? Кому нужны инвестиции? Вот вы мне на мой вопрос ответили. Мамат Керимов мне позвонил сам, соответственно, Да. спросил меня о том, есть ли у меня кто-то, кто может быть заинтересован в покупке сотовой компании Альфа-Телеком. Добавил, что у него есть родственник Чотонов, который является однопартийцем и близким соратником Текебаева. О том, что кому нужны инвестиции, Мамат Керимов не говорил. На то Вы время, подтверждаете? да. Да. Сегодня в начале своих показаний вы, давая показания насчет того, что Мамат Керимов вас организовал вам прием у Текебаева по поводу вот этих 60 тыринов, да? Вы сказали, как вы поняли, через Чотонова. Да. Да? А с чего вы взяли, что через Чотонова? Ну, потому что вряд ли Мамат Керимов лично знаком с Текебаевым. Он Нет, мне вы тогда можете говорил. утверждать, Что? вы можете утверждать, что Мамат Керимов вам устроил встречу прием у Текебаева через Чотонова? Вы можете утверждать? Ну, в принципе, он не говорил, да, что через Чотонова Потому организует что встречу с Текебаевым. из того, что, как вы сказали, как я понял, через Чотонова, это как бы не утвердительно, как-то сомнительно. Ну, потому что я уже, честно говоря, не помню вот это досконально, этот факт. Но, как бы, Мамат Керимов говорил, что именно Чотонов является близким однопартийцем, а не сам Мамат Керимов может выйти на Текебаева. Сам факт того, что Мамат Керимов вам говорил, что его родственник Чотонов является близким соратником Текебаева, это еще не говорит о том, что он организовал вам прием у Текебаева через Чотонова. Я вам вопрос задаю, исходя из вашего ответа, из ваших показаний, где вы говорите, как я понял через Чотонова, это само изложение, выражение, как бы вы сомневаетесь в том, что это действительно так было. Поэтому я вам задаю уточняющий вопрос. Вы утверждаете, что он через Чотонова вам организовал встречу? Можете утверждать? Ну, скорее всего, наверное, нет. Нет, да? Ваш протокол вывести? Сейчас у меня есть вопросы. Так, вы говорите, в первоначальных показаниях в ходе очной ставки во время следствия с Чотоновым вы говорили, что первая встреча у вас состоялась весной. До этого вы с Чотоновым встречались? Я не помню. Я помню встречу в 4 сезонах только. Нет, до этого вы с Чотоновым встречались? Не помню. А Маевский до этого с Чотоновым встречался? Однозначно нет. 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 Встреча где В происходила? 4 сезонах первая. Где? В 4 сезонах Вы туда с кем приехали? с Маевским. Это примерно во сколько было? Ну, где-то на часов, может, 12 утра. 12. Да. А во сколько вы поехали, как вы говорите, туда? Ну, не знаю, может быть, час мы посидели, точно не помню. Ну, мы там посидели, и как раздался звонок на телефон Чотонова, мы сразу собрались и уехали. Да, поехали. Ну, там рядом, поехали. Хорошо. А вечером встреча где происходила? В Супаре. Во сколько? Ну, было еще светло, когда встреча началась, солнце светило. Точно не Примерно? помню. Не помню. Ну, светло было еще. Ну вот если вы в 12 часов, как вы говорите, поехали, встретились в 4 сезонах, после этого через сколько времени встреча была в Супаре? Ну, не знаю точно. Ну, я полагаю так, что не сразу после встречи с Текебаевым у него в кабинете? Ну, скорее всего, там небольшой промежуток времени прошел. Ну сколько? Ну, не знаю, я точно не помню. Но помню, что встреча началась, еще было светло. Солнце светило, была жара страшная. Ну, в мае это не светло, да? А вы можете назвать состав лиц, которые там присутствуют? Состав, ну, Чотонов, я, Мамат Керимов, Текебаев, Маевский. А Маевского кто туда повез? Я его сопровождал на служебной машине. Да. Вы раньше в Супаре бывали? В Супаре, по-моему, нет. Первый раз. Дорогу знали? Дорогу водитель знал. Водитель знал.
В своих первоначальных показаниях вы утверждали, что первый день, когда встретились после 4 сезонов, вы поехали в Тикибаево в кабинет, но потом вечером вы встретились в ресторане отеля «Хаят». А сейчас утверждаете, что в тот же вечер вы встретились. Ну, дополнительный допрос был, где вспомнили, что трудно через 7 лет вспомнить точно место. Но встреча такая была. Хорошо. Вы говорите, что Маевский всего 5 раз приезжал. Да. 5 раз он приезжал именно для встречи по вопросу Альфа-Телекома или вообще 5 раз приезжал? Нет, он 5 раз приезжал именно для встречи с Тикибаевым по вопросу о решении. Кроме этих приездов он приезжал в Кыргызстан? Думаю, что нет, потому что обычно я его встречал. Вы на скольких встречах присутствовали с Амельчиным? Ну, встречи как бы они все были такие, что были как бы такие, часть встречи, где я был, вот, а были встречи, когда нас с Мамат Каримовым просили уйти, и встреча была 1 на 1 Маевский и Тикибаев. Лично они беседовали. Нет, вот, интересно. Вы на скольких встречах? На всех. На всех 5 Да. встречах вы присутствовали? А Чотонов на скольких встречах присутствовал? Ну, Чутонов присутствовал в мае точно, в сентябре точно, в декабре точно. А вот июль-август я не помню. Июль-август вы не помните? Да, не помню. Может, это не я. Так, а вот вы сейчас говорите, что в ходе сколько раз вас попросили с Маматкаримом отойти? Или оставить наедине? Ну, в Супаре точно большая часть встречи была без нас. Потом Мимино. Ну, там всех просили выйти. На 20 минут они остались, где примерно 20 минут, 15 минут. Маевский, Тикибаев. Вот. В Белом доме нет, до конца была встреча. Вот смотрите, опять же, непонятно из ваших ответов. Вы в своих показаниях утверждаете, что вас просили уйти с Маматкаримом, вы уходили, и дальше разговор продолжался наедине между Тикибаевым и Маевским. Да. А куда тогда другие участники встречи девались? Нет, Чутонов присутствовал, но они выходили из Супара. Я помню, что они вставали на мостик, Тикибаев и Маевский выходили из юрты и вставали вдвоем. Вставали на мостик, там такая речка шла, они там разговаривали минут тоже 20-30 вообще наедине. А Чотонов в разговоре участвовал? Ну, он присутствовал на встрече. Нет, на встречах присутствовал. Присутствовать на встрече, Нет. участвовать в Ну, разговоре, это научный старт. разные вещи. Да. Ну, конечно, большая часть разговора шла между Маевским и Тикибаевым. Вот, основной разговор, конечно, шел между ними. Это точно. То есть Чотонов не участвовал? Ну, что-то, наверное, там, конечно, вставлял, но говорю, основной вопрос, конечно, основной диалог шел Что между он Маевским и вставлял? Тикибаевым. Ну, я не помню уже. Может, он говорил, давайте я вам чаю. Ну, чаю может налью, быть, или- может там, быть. Может быть, что-то подсказывал, как лучше сделать. Но я это не помню не уже знаете? точно. Да, нет, он присутствовал, конечно, но разговор основной шел Разговор между участвовал, не участвовал, Маевским и и Тикибаевым. о чем, в каких разговорах участвовал, вы не можете утверждать, так? Ну, конечно же, 7 лет прошло. Вот не можете. Значит, еще такой вопрос. Опять же, в ходе очень ставки между вами и Чотоновым, я вам задал такой вопрос. Вы в своих показаниях указываете, что во всех встречах Тикибаева с Маевским присутствовал Чотонов. Вы тогда еще утверждаете. А очень ставки я вам вопрос задаю. Принимал ли непосредственно Чотонов участие в разговоре Тикибаева с Маевским? Если да, то на какую тему я вам вопрос задал? Вопрос я задал вам такой. Ответили вы мне так. На первой встрече в служебном кабинете Тикибаева в Доме правительства Кыргызской Республики присутствовал Чотонов и слышал то, что обсуждалось. А обсуждались вопросы возможной покупки акций компании Альфа-Телеком. Однако 80% данной встречи имел место быть диалог между Тикибаевым и Маевским. Да? Да. Дальше. Я вам такой вопрос задавал только в части Чотонова. Дальше вы сами четко, ясно и уверенно показываете следующее. Маевский приезжал в город Бишкек всего 5 раз. Это было в мае, июле, августе, сентябре и в декабре 2010 года. В декабре 2010 года кто присутствовал на встрече Тикибаева с Маевским, я не знаю, так как я сам на этой встрече не присутствовал.
присутствовал ли Чотонов на августовской встрече, я, как указал ранее, точно сказать не могу. А в остальных встречах, которые происходили в мае, июле, сентябре 2010 года, с уверенностью могу утверждать о присутствии Чотонова на встречах Текебаева с Маевским. Касательно участия Чотонова в разговоре на указанных встречах по году управления в компании «Завальку-Телеком», ответить затрудняюсь, так как прошло достаточно времени. То есть я вам задаю вопрос только касательно Чотонова, а вы добавление к этому своему ответу в части участия Чотонова и еще добавляете, что вы не знаете, Чотонов присутствовал или нет, потому что у вас самого не было декана встречи. Нет, это, наверное, Это не только эти показания. Вот этой же очень ставки вы еще давали показания. Вот. Маевский последний раз прилетел в город Бишкек в декабре 2010 года. Также, наверное, остановился в гостинице «Хаят» и ожидал встречи с Текебаевым. Он очень долго ожидал указанной встречи. Его долго не приглашали. Но потом она состоялась. Но я не знаю, при каких обстоятельствах и где она была, так как я его не сопровождал на указанной встрече. Нет, дело в том, что это все произошла путаница из-за Супары. Вот, поскольку Супара была именно не в декабре, а именно в мае. Поэтому встреча, Абдрахманов меня на опознание, он меня опознал. Вот, соответственно, я там присутствовал, значит, на встрече Маевского, когда пригласил Текебаев Абдрахманова. Вот, поэтому здесь как бы из-за давности по времени я просто не... С давностью, но тогда вы давали очень уверенно показания. Ну, утвердительные показания давали. Сейчас я тоже даю уверенно. А сейчас вы даете другие показания. Ну, потому что с того момента, когда прошла... Вы можете поручиться за правдивость своих показаний, которые вы сейчас дали в зале суда? Ну, сейчас самые правильные показания. Да. Самые правильные. Да, самые точные. А вы потом не вспомните еще другие обстоятельства? Все может быть. Память-то она такая. Как Улугбек Черкешев сказал, что мы располагаем данными, которые полностью опровергают ваши показания. Ну, я помню, что уважаемый председатель, это не угроза, не давление, просто я хочу опять же сказать, вы уже предупреждены, да. Потом уже поздно. С Россией вы Так, скажите, пожалуйста, вот сейчас отвечая на вопрос моих коллег, вы сказали, что весной была встреча в Супаре, да? Где принимал участие Чотонов. Вы дату можете точно сказать? Какого числа это было? Не помню, где-то середина мая. Середина мая? Да. Извините, можно осталось пару вопросов? Да. Закончить. Вот насчет вот этих злочастных $300 000, которые вам передал Маевский. Когда, где и при каких обстоятельствах вам передал эти деньги? В гостинице «Хаят» во второй свой прилет. Так. Он лично привез, вот, насколько я понял. Каких купюрах Ну, мы эти деньги? по-моему, в долларах было 300 тысяч по $100. А упаковка в чем? Ну, упаковка, да, там целлофан, Газеты, бумага, да. газеты. Ну, что-то, да, такой пакет, газеты. И И сверточек такой в сумке компьютерной, какой сумка? черный. Черная? Сумка из чего? Из-под чего? Ну, нет, Как? ну, обычно, да. Объясните, вот сумки разные бывают, Нет, да? такой. Сумки бывают дорожные, большие. Нет, компьютерная сумка. Компьютер. Да, ноутбук. Прошу зафиксировать. Деньги, $300 000 были как в сумочке из-под компьютера, да? Хорошо. Ноутбук. Эти деньги вы передали Мамакирину, Да. да? Эти деньги не ваши были. Нет. Тогда, получается, вы были посредником передачи? Ну, Маевский просил, я передал, да. Нет. Получается, вы Ну, да. подтверждаете, что вы были посредником передачи этих денег? Ну, наверное, да. Подтверждаете? Ну, наверное, если называется посредничество, то да. Теперь вот такой вопрос. Для чего эти деньги передавались вообще? Для вот внешнего управления в компании взял Альфа-Телеком для проведения финансового и технического аудита. Вот смотрите, вы всю свою сознательную жизнь, то есть до окончания вуза, проработали в бизнес-структурах, да? Ну, почти. И
больше половины, я так понял, на руководящих должностях, таких крупных бизнес-корпораций. Вообще, и знаете, когда и как производятся официальные оплаты, да, каким путем, как и какие документы при этом составляются, да? А вы, когда участвовали во всем этом, вы для себя не предполагали вообще, не думали о правомерности вот таких действий, передачи денег? И вашего личного участия в этом случае? Как-то не думал, наверное. Не думал. А? Не думал. А вот эти деньги были за ввод в управление, да? Это как? Не понимаю. Это Ну, очень просто. То есть, как бы от Текибаева, ну, просто со слов Маевского, от Текибаева прозвучало предложение, что завод внешнего управления с целью проведения финансово-технического аудита Маевский должен заплатить $1 миллион. Вот. Соответственно, это нормальная сумма, $1 миллион, если также нанимать внешний финансовый аудит. Внешний. Это тоже бы стоило для такой крупной компании в районе $1 миллион. Может быть, даже дороже. Да. Соответственно, просто ввод своих сотрудников внутри компании дало бы ускорить данный процесс. Вот ускорить. Я вам задаю вопрос, значит, по поводу правомерности передачи этих денег. Ну, я не знаю. А? Не знаю. Не думаю. Не думаю. Ну, незнание закона не освобождает от ответственности. Наверное. Следующий вопрос. Вы можете утверждать, что Чотонов знал о том, что Текибаев просит деньги? Что? Что Текибаев попросил деньги, Чотонов знал. Вы можете утверждать? Нет. Нет. Зафиксируйте. Все. Второй. Так, по поводу был Чотонов стоил сказать утвердительно, что в середине мая, да? Что? Что в середине мая, вы сказали, что был встреча с Субарев состоялась в середине мая, да? Да. Вы на тот момент находились в Бишкеке с какого времени? Ну, перед встречей или постоянно здесь находились? Ну, я не помню, может, я уезжал. Да? Может, я уезжал, я не помню. Ну, вы связать можете, там приехал, уехал, и там через несколько дней Ну, вы был, встретились? нет, был в Бишкеке. Вы вообще Да. постоянно находились в Ну, Бишкеке, да? большей части, да. Так, записи какого-либо характера, вы дневник, ежедневник, план ведете? Нет. То есть тоже подтвердить не можете, да, значит? Что? Да, конкретно, когда была встреча? Конкретно дату сказать точно не могу, да. Сейчас не помню. Хорошо. Может быть, несколько. Давайте вот уточним. Выше, опять же, мои коллеги задавали вопросы, прокуроры задавали вопросы насчет $300 тысяч. Вы сказали, что передали их во время какого приезда по счету вы передали эти деньги Мамы Кирилловне? Я передал после второго приезда Маевского, перед третьим. Ага. Давайте вот так. Отвечая выше на вопрос, где вы получили деньги, вы сказали, что получили их в Хаяте, верно? Да. У Маевского. Скажите, пожалуйста, данные деньги вы пересчитывали? Нет. Сумму проверяли? Нет. Пачка? Нет. А не пересчитывая, человек может утверждать, что это является данная такой-то сумма? 300 Ну, тысяч? там бумажка была. То есть вы, бумажка, что за бумажка была? $300 тысяч было написано. Написано $300 тысяч, да? Ну, Нет, не пересчитывал. И эта бумажка, ну что за бумажка была? Ну, просто такая. Ну, написано 300 тысяч. Ну, и по виду видно было, что в районе этой суммы. То есть вы просто, я извиняюсь, может быть у вас такие подумают, вы можете по виду просто определить, что это $300 тысяч? Ну, примерно, что это не 10 тысяч, не 20 тысяч, что это 300 тысяч. Но я их не считал, поскольку Вы не считали? Маевскому я верил, это не мои деньги, я их просто Ну, значит, точно сказать, что это было именно $300 тысяч, вы не можете, 300 правильно? тысяч, да, не могу. Что там 390. Уважаемый секретарь, обязательно запишите, что человек не может утверждать, что это было $300 тысяч. Так, вы на допросах, на очных ставках утверждаете, что на данных встречах присутствовал
кто не присутствовал, Чотонов, кто в некоторых якобы присутствовал, а в некоторых не помните. Так вот, давайте уточним. Вы в разговоре с Чотоновым, вы вообще с Чотоновым разговаривали? Непосредственно с Чотоновым обращались к Чотонову? Ну так, об общих вопросах. Об общих вопросах, да? За столом. Хорошо. Вы обсуждали с ним вот этот финансовый вопрос насчет 300 тысяч долларов? Нет. 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 А насчет миллионов? Тоже нет. Тоже нет. Не обсуждали? Да. Тоже занесите, пожалуйста, что с Чотоновым этот вопрос вообще Нотин не обсуждал. Так. Дальше идем. Ну, насчет 300 тысяч мы, например, я думаю, выясним, что Чотонов, получается, по вашим же сейчас утверждениям, вы утверждать не можете, что он не обсуждал и не получал. Так, а через кого именно были переданы 700 тысяч долларов? Что вы можете по этому поводу сказать? Не знаю. Не знаете? Да, в это время я был в Москве и не передавал. Не знаю. Хорошо, такой факт так поставим. Вы видели, что 700 тысяч долларов передавались для передачи вот... Нет. Не видели? Нет. Что велся их пересчет, собирали? Не видели. То есть про 700 тысяч долларов вы ничего нам пояснить не можете? Ну, 700 тысяч долларов только подтвердил Мамат Керимов, что они в Бишкеке. Что он их получает в Бишкеке. Да. Когда он это подтвердил? Ну, не знаю, где-то вот между 10 и 18 сентября 2010 года. Да, подтвердил Мамат Керимов, да? Ну да, что деньги получены. Я позвонил Маевскому, тоже сказал, что деньги получены, и все. Между 10 и 17 сентября, да? 10, да, 17, в середине. Так. Ну, так как мы все знаем, что Мамат Керимов позже скончался, у вас других доказательств о передаче 700 тысяч долларов, у вас вот, например, лично, нет никаких. Вы ни на что опереться не можете? Нет. Хорошо. Так, сейчас давая показания, вы сказали буквально вот такие слова, что при встрече в декабре 2010 года, встрече у Текебаева, Чотонов при мне сказал, может, вернем. В сентябре, да. Да? Да, времена. Времена? Да. Вы можете, как вам сказать, подтвердить, сослаться на какого свидетеля, аудиозапись, вообще хоть на что-то, что Чотонов так сказал, может вернуть? Нет. Если была бы аудиозапись или видео. Такого рода вопрос. Если Чотонов, вот как вы говорите, по крайней мере при ваших встречах, не обсуждал финансовый вопрос, про 300 тысяч долларов ни с кем ни о чем не говорил, ни про миллион, то каким образом вдруг он начинает говорить при декабрьской встрече, может вернем, про финансы? Встреча была в сентябре. В сентябре он говорил. В сентябре. В сентябре? Мимино, да. Мимино в сентябре. Ну, значит, они с Текебаевым, может, обсуждали это без нас. Вот. Но Чотонов сказал, предложил Текебаеву при встрече Мимино, когда Маевский уже начал уже в ультимативной форме требовать деньги, он предложил как бы отдать часть суммы действенных. Ясно. Так. В показаниях вышло из материала дела, вы указываете, что в кабинете Текебаева, да, в декабре Абдрахманов Текебаев дал поручение Абдрахманову решить вопрос, и тот понял, не обсуждал, да, этот вопрос? Да. Как именно Текебаев дал задание Абдрахманову? Что он ему сказал? Ну, уже дословно не помню, но в общих чертах, что Маевскому показывал, вот человек, как раз, который занимается нашим вопросом как раз. И Абдрахманов сказал, вот эти люди наши из России, типа, вот займитесь как бы решением этого вопроса. На что Текебаев не стал уточнять какого, все, и там буквально он 5 минут. Возможно ли, что у них речь шла совсем, ну как, вот вы почему-то подводите это к указанной сумме к миллиону, а возможно, что у них были совсем другие
Нет, Другая тема на этот счет была. когда пришел Абдрахманов, я не говорил о миллионе, я говорю просто о решении вопроса о вводе Ну, то внешнего есть управления. вы утверждаете именно решение какого вопроса? Нет, Вы не можете? Текибаев показывает на Маевского, что вот наши гости из России, соответственно, речь идет именно о нашем вопросе. То есть это ваш вывод просто? Ну, он так сказал, что это Ну, решение сильно нашего вопроса. Наш вопрос он только один. сказал, секундочку, там в кабинете сидит узкий, ограниченный Да. круг людей, правильно? Да. Нету посторонних, от которых, как сказать, имеют какие-то тайны. Чей вот этот диктофон? Уберите? Мешает. Сейчас, я извиняюсь. То есть утверждать о том, что он сказал, что Текибаев сказал Абдрахманову, решите вопрос о введении в действие, как управление вот этих россиян, такого уже не было, правильно? Нет, там никакого не просто. Но они поняли друг друга с полуслова. Подождите, Модин, вы допрашиваете, скажете свидетеля, и вы не должны говорить на домыслах, вы должны основываться на фактах. Я поэтому вам и говорю. Я дословно не могу воспроизвести. Ну раз дословно вы не можете воспроизвести, тогда как вы можете утверждать, что речь шла именно об этом? Ну, потому что... Дословно, подождите, я вас поправлю. Русский язык, вы тем более сами русский язык для вас родной. Дословно это когда буквально, вот, по словам, дословно сказал, реши вопрос с миллионом, например. Или реши вопрос введения в миллион. Таких же слов, вы же сами говорите, что таких слов не было, правильно? Я дословно не помню, как он сказал, но ощущения мои сложились. Поэтому через 7 лет я не могу воспроизвести с точностью слова. Речь идет, Абдрахманову был дан именно конкретное поручение по нашему конкретное вопросу. поручение какое тогда? Вы же не Решить говорите. наш вопрос о вводе внешнего управления. Вы эту фразу сказали только сейчас. Ну, После того, как я только начал, как вам сказать, когда вам уже не осталось выбора, и вы, я не знаю, у меня ощущение, что вы импровизируете прямо на месте. Нет, я совершенно не понимаю. До этого вы не помнили, до этого у вас было субъективное ощущение, а теперь вы говорите о Нет, я сказал, что я дословно не помню, как сказал Текибаев, Абдрахманов дал указания. Значит, вы не помните? Но Абдрахманова не будет он приглашать во время нашей встречи с Маевским, с Текибаевым по какому-то другому вопросу. А почему вы так думаете, что он не будет приглашать? Потому что когда Маевский начал уже в жесткой форме разговаривать, то уже был приглашен Абдрахманов в этот момент. Сказал, что вот тот человек, который будет решать ваш вопрос. По этому эпизоду, связанному с этим эпизодом, а в качестве кого вам представили Абдрахманова? Ну, не представлял, по-моему, конкретно. Как вы не представляли? Ну, просто не помню, чтобы было представление. Не помните? Да, чтобы вот конкретно Чтобы представил. разговор был, не помните? А разговор там буквально был указание только. Он буквально 3-5 минут был в кабинете. Раз. А о том, что человек показывает... Это до. Это когда Абдрахман... Да, ну это уже совершенно. Ну, это помню. Это запоминается, понимаете? Это запоминается. Дальше продолжим, да? Модин. Ну, здесь не только у меня, если вы не видите вообще у окружающих, я надеюсь, и у суда, и у прокурора, верно воспринимать ваши показания, именно в том числе, как вы их даете. Скажите, пожалуйста, вот до этого мой коллега уже задал подобного рода вопрос. Вот то, что вы... можно такой вопрос? У вас какое образование? Высшее. Специальность какая? Радиоинженер. Радиоинженер. Технически. До этого момента, хорошо, давайте вот так поставим вопрос. Вы знаете, что такое взятка? Понятие взятка есть у вас? Да. Что это, вот, например, чтобы я понял сейчас, задавая вопрос, что такое взятка? Это легальное действие, законное действие? Нет, обязательно. Для того, чтобы уточнить, человек понимает, я обосновал. Не так. В общем. Так, то, что вот утверждает, что передавали 300 тысяч долларов, потом еще Маевский передал 700 тысяч долларов за ввод во внешнее управление. С вашей точки зрения, это были законные действия? Затрудняюсь.
Затрудняетесь ответить? Погромче говорите. Затрудняюсь ответить. Почему? Вы же говорите, Ну, что потому это что понятно. Почему? трудно сказать, я же посредник. Хорошо, если такой момент. А посредничество во взятке? Да, ну нет, вы сказали, что да, посредников. А то, что посредник тоже несет уголовную ответственность при передаче взятки. Вы в курсе насчет этого? Зараз судебный Хорошо. Вы идете матч? Тума. Гнал самого? Так, такой вопрос задавался. Обращались ли вы в правоохранительные органы? Вы сказали, что нет. Нет. По поводу передачи денег. А тогда такой вопрос. А почему вы не обратились с заявлением в правоохранительные органы? Ведь вы понимаете, что такое взятка? Почему вы не обратились? Деньги Маевского, он не обратился сейчас. Вопрос не ко мне. Он же пострадавшей стороны. Он же отдал свои деньги, миллион, не я. Сейчас мы будем обращаться. Поэтому я не обращался в правоохранительные органы. А почему Маевский не обращался, не знаю. Так, скажите, пожалуйста, давайте такой финальный вопрос, такой ребром. Чотонову лично какие-либо деньги передавались? Чотонову лично какие-либо деньги передавались? От Но вас? от меня нет. От вас, от Нет. Маевского? От меня нет. От вас нет? Маевского не знаю. Хорошо. Выше вы уже ответили, что с Чотоновым каких-то финансовых вопросов не обсуждалось. Правильно? Да. Так, при пересечении государственной границы Российской Федерации, Кыргызской Республики, на тот момент крупная сумма, наподобие 300 тысяч, 700 тысяч, обязательно должна была декларироваться. Вы можете сослаться, ну, сказать, что доказательство того, что вы что на тот момент подобные суммы были как надлежащим образом задекларированы при пересечении границы двух государств? Я деньги не возил 300 тысяч. Я не знаю. Не знаете, да? Я 300 Ну, тысяч то не есть возил. доказательство, что эти деньги пересекали границу. Нет, я не знаю. Я 300 тысяч из Российской Федерации в Кыргызскую не возил. Поэтому я не знаю, есть ли какие-то доказательства или нет. У меня нет. Можно уточняющий? Так, у меня вопрос пока нет. Можно уточняющий? Извините, свидетель. Я не расслышал полностью ответ. Мой коллега вам говорил по поводу 300 тысяч долларов. Вы сказали, вы в пакет упакованы. Ну, я уже помню, да, пакет, бумага. Как именно передал вам Ахмаевский? Ну, вот это Передавая сверток в сумке из-под ноутбука. из-под ноутбука. Да. Прозрачный или непрозрачный? Нет, ноутбук сумка обычно Вы матерчатая. открывали Матерчатая. потом его? Да, я посмотрел, да, упаковку. Достали, что там было? Прозрачный По 100 пакет? тысяч. Да, Ну, там он был упакован. бумаги, да, бумаги. Сколько подошли пачек пакет. там было денег? Ну, эквивалентно 300 тысяч. Сколько? По 200 тысяч. Вы только что сейчас сказали, что там была бирочка 300 тысяч Да, долларов. там не бирочка, там бумажка была. Бумага? Где она была? Бумажка То есть просто- деньги были запакованы и сверху бирка? Или как? Не, просто в сумке лежала, брошенная. 300 То тысяч. есть открываешь пакет? Да, это бирка прям не лежит? пакет, а сумка прям. Там Вы вообще брали в бумажка. руки деньги? Ну да, я просто взял, я же Мамат Кириллову не в сумке же отдал. Не, Я отдавал понял в вас. пакете, Вы, да. вы взяли сами руки в деньги? Деньги в руки брали? Сами пачки? Да, да, пачки. Или вы просто бумажку достали, 300 тысяч увидели? И Нет, я, естественно, там видно было, что там доллары лежат. Там, по 100, Ну, по хорошо, 100. вы пачки просматривали? Что А, там? пачки нет, пачки не пересчитывал. Купюры какой номиналом было? 50, Нет, 5 нет, по 100, долларов, по 100, 20, по 100. 10? По 100, Все по по 100 100. долларов. Все. А вы просматривали каждую пачку? Нет, я так не просмотрел. Ну, сверху То просто. есть можно, то есть вы сейчас делаете упор, что 300 тысяч было передано, опираясь на какую-то бирочку? Нет, ну а зачем Маевскому меня обманывать, скажите? Нет, ну я вам Нет, просто я говорю. просто говорю, я это Вы не можете проверял. сказать конкретно, что вы каждую деньги как- пересчитали, было там 300 тысяч, Как я а не было куклы внутри бумажки по $1? Не, ну смысл, зачем Маевскому куклу подкладывать? Ну, Почему нет? ну, нет, зачем?
смысле? То есть вы не можете сказать, Я да? деньги не пересчитываю. Вы не Я пересчитываете. каждую пачку То есть не- гипотетически можно предположить, что там были бумага. Ну, гипотетически все что угодно. можно. Не, вы согласны с этим? Ну, я не вижу смысла обманывать. Маевский. Не, вы скажите просто, вы, получается, свои выводы, что там лежат 300 Я скажу тысяч. то, что я деньги не пересчитываю. Так, Всё. и вывод делает только на Это первый. выводы делайте сами. Деньги я не пересчитываю. Не, выводы, Нет, конечно, деньги суд я не сделает. пересчитываю. Да. Деньги не пересчитываю. Не навязывайте. Пожалуйста. Мало прокурор, я вот еще вот вас ничего не навязываю. Молчи. Молчите. Молчу, говорю. Маевский, 4 показания, первый том, 104 страница, 21 февраля, первый том, 129 страница, 22 февраля, первый том, 243 страница, 26 февраля, говорит, что 13 вечером мы встретились в гостинице «Хаят». Когда он встречался со мной, после старта, тоже сказал. После чего? Когда он встречался с Шутоновым, он сказал, что встреча была в «Хаяте». И вы в своих 2 показаниях очной ставки 26 февраля, первый том, вы тоже говорите, что встреча была в «Хаяте». Первый том, например, 238 страница. И вы 2 раза говорили, до марта. До марта вы говорили одно. После марта вы говорите совсем другое. Маевский 4 раза сказал в «Хаяте» вечером где-то, он буквально его слова, часика 19. И вы тоже говорили 2 раза, что вечером именно в это время была встреча. Потом поменяли свои показания, стали указывать, что встреча была в Супаре, как будто это что-то там для вас изменит, да? И теперь время затрудняете указать. Нет, точное время я не помню. Ну, помню, что Вечером. солнце светило. Нет, это Но вы было... говорите, 12 часов вы встретились, 4 сезона. Там пробовали более часа. Это час. Да. Якобы со мной встретились, Маевский говорит, 1,5 часа, вы говорите, час, ну ладно. Нет, 2 это часа. минут 40. Это минут 40 было, может быть, меньше. Вот, 2 часа. В час Вы- где-то... Да, вот. Допустим, что вышли из меня. И вечером 8-7. Нет, солнце, я помню, было жарко, и солнце А светило. солнце во сколько там сядет? Нет, солнце не садилось даже, оно еще было достаточно жарко и очень было светло. Поэтому нет, это был не вечер. Встреча началась... Маевский, 2 раза вы сказали, встреча была вечером, а теперь Нет, просто- указав, что это было днем. Очные ставки, которые были, это было в начале нашего следствия, поэтому здесь дальше были множество дополнительных допросов, где именно память, немножко, потому что первый допрос это был спонтанно, то есть я вспоминал с листа, условно, меня. Следователь задавал вопросы, и у меня не было времени даже там час посидеть, может быть, подумать. Поэтому это все, что в первых Вы 4 показаниях. раза давали Нет. показания. Дальше потом, когда идет дополнительный допрос в конце, там они уже уточнены, и они самые правильные. Потому что Они- сразу вспомнить не удалось. Да, но как они это самые было. неверные и неправильные. И, к сожалению, вас не будет судья, да, до конца. Мы это вот докажем. И сейчас можно сказать, что противоречие ваших показаний, да, противоречие, сама по себе доказывает лживость, неправдивость ваших показаний. В паре сколько часов, вы говорите, мы сидели? Ну, долго, может быть, часа 2. 2 часа, да? Вот? Ну, может быть, примерно. Ну, не знаете, когда мы встретились, и 2 часа сидели, да? Ну, по ощущениям, я уже устал ждать, пока вы закончите. Да. Вот еще вот. Это вот. Конечно, вы можете говорить, что ваша память освежили следователь. Нет, памяти.
В вашем показании, первый том, 39 страница, наверное, это первое показание, вы говорите, что вы были в Москве и зашли в Маевского. Последний, узнав, что я работаю в Кыргызской республике весной 2010 года, после апрельской революции в Кыргызской республике, когда я находился в городе Москве, встретился со мной и попросил меня узнать о том, возможно ли ввести внешнее управление в компании Альфа-Телеком. И вот говорите, что это была инициатива не Мамат Керимова, а Маевского. Дальше, через 2 абзаца вы говорите, в ходе встречи с Маевским, со мной имеется в виду, в присутствии меня и Чутонова, озвучил Иваева свои предложения по поводу ввода внешнего управляющей компании в компании Мегаком. То есть вы говорите, что это была инициатива Маевского. Нет, а вот здесь хотел утверждать, что это была инициатива Мамат Керимова. Нет, просто в первых показаниях я вот немножко запутался в том, что первый на меня все-таки выходил Мамат Керимов, а Маевский через какое-то время уже сам вышел на меня, когда я озвучил предложение Мамата Керимова. Понимаете? Ну, это ваши слова. Это понятно, это первый протокол. И вы такое вот показание давали 2 раза. Для уточнения просто скажите, значит, получается, вы сейчас только что в зале судебного заседания сказали, что с инициативой вы выступали. Нет, с инициативой выступал Мамат Керимов. Ну хорошо, Мамат Керимов. На основании... В своих первоначальных показаниях от 10 февраля вы говорили, что выступал Маевский. Какие показания правдивы? Которые сейчас. Которые сейчас. Да. Они неправдивы, они просто уточняют некоторые моменты. И уточните, пожалуйста, вы только что до этого сказали, что при первых допросах вы не понимали, что говорили, да? Нет, не понимал, что не говорил. Можно ли интерпретировать ваши слова, что за вас писать следователь? Нет, дело просто в том, что вы видите, если сопоставить эти допросы дополнительные, то в принципе все действия, они практически такие же, просто меняется время этих действий, и все. Ну, как это меняется? Ну потому что все меняется. Ну как все меняется? Была встреча в Супаре, ну хорошо, на первоначальном 5 лет допросе прошло, да? 7 лет прошло. Было не в декабре, а в мае. Ну, то есть она могла и в 2014 году? Нет, она была в 2010. Вот вас почему предупредили об ответственности? Вы поймите, для вас, может быть, это не важно, а тут человек сидят на скамье под 4 месяца судьба решается. Поэтому не надо. Нет, для меня это важно. Нет, я просто вам объясняю. Это не важно, там событие было, а какого было, не важно. Нет, событие было, какого месяца, но это было событие, было, понимаете? А в мае оно было или в декабре? Вопрос есть. Вы указывали, что вы были в кабинете суда и через какое время вы поехали в Супару? Ну, я не помню уже, сколько прошло времени, но было, я говорю, было светло. Через какой? Может, через час, через 2? Ну, может быть, через час, может быть, через 2. Ну, я Сразу точно не помню. поехали? Нет, не сразу. Через сколько? Но была пауза, не знаю. Пауза Ну, не помню, какая Пауза была на пауза. сколько? Ну, не Начало, знаю, не начало? помню. Не помню. Так, уважаемый Модин, вот у меня в 2 томах, в 3-м томе и в 7-м томе есть пассажирские манифесты называются. Вы летали, ваша жена летала, все тут есть. На каком месте вы сидели, все есть. Исчерпывающий. Это материал уголовного дела. Я просто еще раз повторяю. Да. 22 ноября 2010 года Бутуров рейсом Бишкек-Москва, ваше место 25Б, вы вылетели в город Москва, ну, наверное, хотели там что-то строить и что-то подобное. И больше, в течение 40 дней, в Кыргызстан не возвращается. Это официальный документ. Вы можете сказать так, это материал уголовного дела говорит. И как вы могли физически присутствовать в Москве и принимать участие 21 декабря во встрече? Ну, Абдурахманов меня опознал, что был на встрече. Абдурахманов вас видел по интернету.
То, что Абдрахманов отдельный разговор. Это раз. А вот сейчас- То, что Абдрахманов опознал, это не доказательство, что он встретился, он был здесь 20 лет. Доказательствам оценку не даем. Вопрос задавайте и получайте ответ. И когда вот вас опознавал Абдрахманов, вас и Маевского, он сказал, действительно, там, ну, по интернету, наверное, следователи показали, и он говорил, что когда он с вами встретился, был председателем депутатской комиссии. Когда он опознавал вас, следователи задавали вопрос, при каких обстоятельствах вы встретились? Он говорит, я был председателем депутатской комиссии. Вы слышали это? Нет, он просто пришел, он сказал, тыкнул, что вот второй номер и все. Никто нас не представлял. Вы имеете сам Он сам не говорит? процесс? Нет, он не говорил. На другом кабинете. Нет, само следственное действие, он просто тыкнул номер 2, допустим, я под номером 2 был, и все, и ушел. Потом оформили. А накануне ваше видеоинтервью вышло в Акипрессе? Не знаю. Вы же давали видео, как бы, интервью. Модин через месяц. Модин вы и Маевский там 25-го уже были в интернете. 26-го, да? 26-го, опознание 26-го, ну, Да, 26-го. вот через неделю. Вот я задаю вопрос. Вот до опознания вас показывали по телевидению, по интернету, по средствам массовой информации? Или нет? Не знаю, я не смотрел. Как это не знаете? Вас показывали по телевизору Я не и смотрел. по интернету, и говорят, что вы не знаете. Я телевизор не смотрел. Вы звезда. Да? Национальном телевидении. Да. Буду знать. Вы предупреждены за задачу ответственность за Да. ответственность. Придется нести ответственность и через телефон достать. Можете вот проверить. Не угрожайте. Все, можно, да? Мне вообще не дает никак покоя вот этот кабинет Текебаева. Вот вы сказали, что вы там были спокойно. Вы сейчас можете описать, с какой стороны этот кабинет находится? Нет, могу только показать. Могу только показать. Хорошо. С какой? Вот смотрите. Нет, центральный могу вход, только да? показать. Центральный вход. Направо, налево уходите.